Винты затянуты, камень установлен. Сегодня строительству завода по производству локальных очистных сооружений дан официальный старт. Несколько гектаров земли в промзоне Карабулака в ближайшие 2 года станут местом для застройки еще одного крупного инвестпроекта в республике. Для нас это, правда, историческое событие. Для нас это 100 рабочих мест. И мы должны благодарить инвестора. Спасибо им говорить, что именно в нашей республике закладывается завод. И знаете, у нас географически мы очень удобная республика. В смысле для бизнеса, для хороших дел. Потому что логистика у нас есть. У нас железнодорожный транспорт есть. У нас федеральная трасса есть. Международный аэропорт, вот сейчас дооформляем его, статус у нас уже есть. То есть мы можем развиваться. И самое главное и приятное, что все социальные объекты мы в проекте уже закладываем. Школы, детские сады, и вот которые у нас строились, больницы, чтобы были очистные сооружения. Искренне благодарен Алексею Александровичу и вообще компании, которые начали сразу работать. Ну а после главе региона показали, каким будет объект после завершения работ. Примерно вот как это будет выглядеть. Вот этот цех, въезд, офис знания КПП, хранение очистных готовой продукции. Первый кусок, а это уже следующая очередь. Эта зона, как и та, что в Алиюрте, была определена как место для строительства крупных промышленных и других инвестпроектов. Глава региона отметил, что Ингушетия открыта для диалога с теми, кто хочет вкладывать в республику, обеспечивать население рабочими местами, платить налоги в бюджет. Птицекомплекс Южный, агрокомплекс Сунжа, сад-гигант Ингушетия, АТМ. Можно перечислить десяток объектов, которые успешно работают в регионе. Махмуд Али Калиматов сказал, нужно не мешать, а содействовать бизнесу. У нас южный на сегодняшний день 5000 тонн, 1 300 000 еще вот только решение приняли. И они ставят комбикорм на завод и 5 птичников. И у нас будет уже под 18 000 тонн. А продукцию все знают уже, понимаете. У нас АПК Сунжа, помидоры, да, 5000 был. Сегодня вторая очередь, еще 1 400 000 вкладывает. И у нас через год, на следующем, 2024 году, будет 20-22 тысячи тонн помидоров и огурцов. Понимаете, у нас развивается, к нам инвесторы идут. А инвесторы почему идут? Потому что не надо контрольно-надзорным органам сидеть в засаде. Вот, начальникам надо, чтобы очень внимательно относились к инвесторам, помогали им. Я говорю, почему я говорю всегда, везде, и бизнес, это наоборот наши помощники. Если он нарушает, понятно. Это другие дела. Но если навязывать им какие-то там вопросы, это мы должны сигнал сразу брать и по рукам бить этих людей. Потому что бизнес должен чувствовать себя в правовом поле. В правовом поле. Я как юрист всегда говорю, только нормативно подходить юридически ко всем вопросам. От малых для частного сектора до крупных для школ, детских садов, спорткомплексов и других социальных объектов. Завод будет здесь делать локальные очистные сооружения различных объемов и назначений. Все это делается с одной целью, чтобы улучшить экологию республики. У нас здесь очень удобно территориально, потому что рядом Краснодарский край, Чечня, Дагестан. То есть и у нас удобно отсюда логистику. Также мы еще начинаем партнерские отношения с Грузией. Первый цех, который мы планируем построить за 2 года, 2500 квадратных метров. Производительность примерно будет 500 очистных сооружений в месяц. От 1 куба до 100 кубов. У нас первый этап до конца 2025 года это 1 цех офисное здание. И с 26 по 30 еще 4 цеха, которые будут производить комплектующие для очистных сооружений. В том числе и пластик, из которого они делаются. Природа республики уже сегодня нуждается в том, чтобы ее оберегали от вредных выбросов, загрязнения водных объектов, ухода от традиционных выгребных ям. Для достижения этих целей компания готова предоставлять жителям республики септики со скидкой. Процесс еще идет не так активно и нужно проводить разъяснительную беседу с населением, уверен глава субъекта. С этим согласны и в Народном собрании республики. Это очень большое событие для нас, для такого региона, экологическое. Чистого региона, нам вот эта проблема, она существует давно. Поэтому здесь не просто вопрос чисто в плане экономической, здесь и больше всего экологический, социальный.
Это дополнительные рабочие места, более 100 рабочих мест будет здесь замечено. И самое главное, что руководство во главе главы Республики Ингушетии очень большое внимание уделяет. Именно чтобы сюда заходили инвесторы, строили эти предприятия, реанимировали те предприятия, которые у нас годами стоят. Это мы видим сегодня, дополнительные рабочие места создаются. Строительство завода по производству очистных сооружений – это вторая часть проекта. Уже 1,5 года в столице республики работает небольшой цех, где производят септики. Продукцию оттуда уже используют при строительстве социальных учреждений, объектов туризма и в частном секторе. Представители компании подготовили пару десятков специалистов, которые имеют знания в этом ремесле. Также планируется на базе республиканских СУЗов открыть это направление. За 1,5 года мы произвели более 600 станций глубокой очистки сточных вод. Заказчики в основном у нас берут с Краснодара, с регионов берут, с Ингушетии маловато, но тоже берут. В основном это частный сектор, гособъекты, вводимые в строй. Потом, что по обучению, сейчас у нас есть определенная программа, которая разрабатывается нашей фирмой. Образовательная программа, которую мы планируем в дальнейшем презентовать, скажем так, в учебных заведениях нашей республики. Завод будет не только производить, там помогут и с предоставлением специалистов для установки септиков. Работающий в Магасе цех сотрудничает с другой компанией, которая занимается этим. 1 июня 2023 года в Российской Федерации был принят ГОСТ на очистные сооружения для частного домостроения. И, соответственно, вот этим ГОСТом фактически вне закона вынесены все эти выгребные системы и бетонные кольца, которые очень популярны. Да? Поэтому на сегодняшний день, я думаю, в том числе и законодательство продолжит ужесточать все эти нормы и требования. И компания «Российские очистные сооружения» – это один из лидеров российского рынка. То есть мы производим оборудование примерно 15 тысяч единиц в год, по этому году где-то будет. А общий рынок производства очистных сооружений такого уровня в России составляет где-то порядка 50. То есть это все крупные, большие, мелкие производители. Потребность рынка на сегодняшний день оценивается порядка 100 тысяч единиц в год. Да, поэтому, как сами понимаете, поле не пахано. Если я правильно понимаю, то этот завод поставлен именно вовремя, не только вовремя, но и в нужном месте. Да, прям вовремя и в нужное место, потому что 1,5 года назад, когда мы открывали сборочный цех в Икажево, то есть мы разговаривали про реализацию Чеченская республика, Ингушетия, Осетия, то через 1,5 года работы этого цеха, мы еще даже производство не открыли, мы уже говорим о том, что отгрузки с Ингушетии идут от Каспийского до Черного моря. Налажен и рынок сбыта. Эта ниша еще не занята на Северном Кавказе. Мы представляем Южный федеральный округ, работаем в Краснодарском крае, Ставропольском крае, Ростове, в Крыму. Плотно сотрудничаем с Алексеем Александровичем. Он нам выказал определенное доверие, позвал нас сегодня сюда. Мы достаточно большие объемы очистных сооружений заказываем как раз таки на местном заводе в Ингушетии. Так он находится ближе всего, по логистике это удобно. И, так сказать, приятно вносить определенный вклад, что мы даем работу заводу, а завод дает работу людям. И приятно сегодня находиться здесь. Можно смело сказать, что за септиками из таких материалов будущее. Пластиковые емкости, в отличие от привычных железных аналогов, не гниют, соответственно, не нуждаются в частом ремонте. Муслим Ганиев, Сулейман Костоев, Юсуп Ханиев. Новости 24.